Возможно, если мы пойдем этой дорогой, которой мы сегодня свернули, как название голливудского фильма, похоже, что это название «Поворот не туда», тогда не придется вообще никакие идеи предлагать, потому что нам в головы вложат уже готовые программы, приготовленные не нами, судя по всему, похоже на то. Поэтому мы, собственно, все здесь и сидим. Вот старший человек сидит, и не он один в нашем обществе прекрасно помнят 30-летней давности события, вот, например, в филармонии происходившие, в этом парке происходившие, на площади. Все забыли подоплеку, может быть, тех событий. Тогда здесь властвовали другие люди, другие были проблемы, но, оказывается, проблемы чем-то оказываются общие с сегодняшними. Поэтому лично мне вообще неинтересно, так по-человечески буду говорить, вообще неинтересно, кто сидит сегодня у нас в кресле, окруженные министрами, депутатами, вообще плевать на это. Главное, что происходит. Если фактически официально презентуют скорейшее снятие запрета, ну, пример конкретный, на торговлю недвижимостью, жилой недвижимостью. Если абхазские деятели, я здесь специально, намеренно отграничиваю именно абхазцев от всех других национальностей, потому что мы локомотив, ведущий политику этого государства, как бы давайте назовем вещи своими именами. Нам уже и это даже страшно стало называть своими именами. Если это решение приводит к изменению национального состава республики, ну за 100 лет, это уже говорил и повторю сегодня, это уже с нами было не один раз. Один раз это закончилось махаджирством, потом это закончилось войной. Кто-то забыл в 20-х годах, когда здесь огнем и мечом прошли наши восточные соседи, как это было во времена культурной такой экспансии, так назовем. Все забыли груз переселен строить. Слушайте, вы откройте глаза. Причем тут политические наши дрязги, лязги, непонятно за что, за какие ресурсы, вообще не важно. И вообще я бы сейчас обращался, я бы убрал слово оппозиционные, властные, плевать на это разделение. Я обращался бы и обращаюсь ко всем нашим, в первую очередь, старшим людям, кто это все пережил, шабау. Какая разница, в какой ты состоишь организации, если у нас закладывается уже сегодня нашими неуклюжими действиями, закладывается основа для будущих конфликтов. Ну, о чем дальше говорить? Что предложить, вы спросили? Ну, ту же Пицунду. Советского Союза нет. Горбачев вчера скончался, последний его президент. А вот номенклатурное обеспечение от Советского Союза, такое сладкое, почему-то осталось. Почему мы должны выделять заповедные части, какие-то лакомые куски земель, гор, пароходов и так далее по вот этому советскому признаку? Мы же мы сами все против. Демократическое, оно для всех. Вот вам предложение, ну, оно прошло незамеченным. Детский лагерь, я не просто так о нем говорил, я не сам из-за детей переживающих, очевидно. Хорошо, не хотите детский лагерь, возьмите лучшую часть Пицунды, отдайте пицунцам, пусть они сами решат, что с ней сделать. 10-20 гектаров, кто-нибудь видел площадь вот сверху? Это очень приличная площадь, очень прекрасно можно защитить любого там отдыхающего уже чиновника высокопоставленного. Отдайте городу, сделайте променад, сделайте парк и так далее, улучшите условия жизни пицунцев в первую очередь, если о предложениях говорить. Если взять 186 гектаров, там, ну, не все землей, конечно. Вы знаете, сколько это по 6 соток участков? 3000 участков, кстати говоря. Такое интересное сравнение. Да. Я еще мог бы посчитать, просто сейчас дословно не знаю, еще площадь Аибги могу добавить, сколько это участков. А еще площадь чернореческого хозяйства, того. И тут уже чуть ли не презентовали 16 или сколько-то там обязательных пунктиков, которые надо решить. Друзья мои, здесь вообще речь не идет про оппозицию и кто в кресле. Слушайте, это касается уже нечто большего. Это для нас, это судьба нашего народа. Извините за пафос, но этот пафос нам бумерангом прилетает раз за разом. Решается то, что будет с нами завтра. Боюсь, что это будет последний поворот не туда. Как бы мы там ни хорохорились и не старались, какие-то штрихи к созданному государству.
конструкция вроде стоит, а места нам для развития в нем оказалось нет. А скоро места не будет и в физическом смысле слова. Я специально такие краски нагоняю. Я вообще считаю непозволительным, чтобы кто-то нам говорил в 22 веке, когда у нас за плечами столько всего сложившегося, кто-то вообще позволил себе мысль прививать нашему народу, что мы на что-то не способны. Мы способны на все, мы все можем. И самое главное, на что мы пока не способны, заставить самих себя в это поверить, как выяснилось. Мы все можем и создать прекрасные условия, и размножаться, и строить, и сохранять свою культуру и язык. Наверное, люди не понимают, значит, получается, зачем сохранять культуру и язык. Не для того, чтобы с тщеславием там и в Черкесске пройти по набережной в день флага национального. Это для того, что ты должен быть абхазцем ментально, языковым, я это на русском говорю, извините, чтобы юридически соответствовать, сегодня такой век у нас юридически, соответствовать владению этой территорией. Придут и отнимут, даже имени не спросят. Если ты владеешь этой территорией в полном масштабе, осознанно, с заботой о ней, ты только тогда сможешь понимать, как ее развивать. Кто решил, кто сказал, что нам нужны в наших священных горах на каждом холмике курорты и так далее? Кто это решил? В связи с какой концепцией? Кто, ну хоть назовите, кто этот гений? Если это сочинские олигархи, Местечков и московские, и же с ними, ну объясните нам, мы будем знать, как им объяснить. Мы же это говорим, я лично за свои слова отвечаю, это не говорю в пику Слану Георгиевичу, и повторюсь, мне вообще не важно, кто там сидит. Мы вам поможем, может вам трудно с ними общаться, может вам страшно с ними общаться. Слушайте, для этого существовала всегда такая смешная формула: плохой, хороший полицейский, хороший президент, плохой парламент. Не получится все в одну кучу чиновники противопоставиться, потом народ, когда никого не станет, очередной политический кризис, чем у нас обычно заканчивается. Всем же, наверное, надоело. Мы это говорим, хотим предложить в помощь. Если кризис идей, позовите, слушайте, рядом встанем. Мы не для кого-то это делаем, для нас, для всех. Что те, кто стоят и поддерживают сторону власти, это что, чужие люди, что абсачами, это все наша семья. Мы не имеем права делить себя на властных и на оппозиционных. Давайте разделим по-другому на людей, которые видят коммерческое будущее только Абхазии, и те, которые видят, стоят, вернее, на пути сохранения и развития национального государства, суверенного. Пойдем по-коммерчески, останемся ни с чем. Как видим, либерально-экономическая такая повестка приводит к потере территории уже. Для нас гектар земли – это территория, это не Сибирь.